Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном в этом выпуске. В Якутии ведется работа по проектированию трассы от города Ленска в сторону Иркутской области. Все долги перед участниками тушения лесных пожаров полностью погашены. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ледовары. Расскажем о профессии. В Хангаласском Улусе вечером 15 января произошло ДТП с участием двух машин. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Якутии, авария случилась на 68-м километре региональной автодороги Умнос возле села Ой Немюгюмского наслега. Произошло лобовое столкновение автомашин Subaru Forester и Toyota Corona Premium. Одна из иномарок Toyota загорелась. В момент аварии в каждом автомобиле находились по 2 человека. Все они с различными травмами доставлены в местную больницу. Причины и обстоятельства автоаварии выясняются. В Якутии ведется работа по проектированию трассы от города Ленска в Якутии в сторону Иркутской области. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямого эфира в социальных сетях. По предварительным данным, дорога будет проходить через Пеледуй и Витим. Айсен Николаев отметил, что по поручению президента России правительство страны должно рассмотреть и принять меры для обеспечения к 2030 году круглогодичного проезда по федеральным автодорогам Вилюй, Лена и Колыма. Глава региона добавил, что также идет обсуждение обоснования инвестиций по строительству мостового перехода через реку Алдан на федеральной дороге Колыма. Напомним, что на днях главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на мост через Вилюй в районе Верхневилюйска. Проектом предусмотрено строительство мостового перехода длиной 1600 метров и участка дороги протяженностью почти 23 километра. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 374 новых случая коронавирусной инфекции. В столице республики из них 275 случаев. 21 человек заболел в Мегино-Кангаласском районе, по 18 в Алданском и Хангаласском районах. 13 случаев заражения выявили в Сунтарском районе, 8 в Нерюнгринском, 7 в Мирнинском, 6 в Верхоянском районе. По 2 случая приходится на Алекминский, Таттинский районы, по одному на Вилюйский, Кобяйский, Тампонский и Усть-Алданский районы. За сутки лаборатории республики провели 3904 исследования на коронавирусную инфекцию. В реанимационных отделениях больниц Якутии 54 пациента. В крайне тяжелом состоянии 5 больных. Оперативный штаб напоминает, победа над пандемией – это вакцинация, и призывает сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точки работы выездных бригад в популярных общественных местах. По состоянию на 15 января всеми операторами выплаты мобилизованным гражданам произведены в полном объеме. Кредиторской задолженности больше нет. Об этом заявил руководитель Якутлесресурс Джоустан Хон. Общая сумма затрат мобилизованных лиц, участвовавших на тушении 373 лесных пожаров, составила 475 миллионов 693 тысячи рублей. В авиалесоохране также заявили, что финансовые средства, направленные из резервного фонда правительства России, полностью освоены. Перерасчет работникам авиалесоохраны согласно районным коэффициентам были выплачены в декабре прошлого года. Сегодня в основном пункте передержки на улице Чеченко содержится порядка 1000 бездомных собак. Вопрос о расширении территории находится на стадии разработки. Вместе с тем, временный пункт в автодорожном округе работает в усиленном режиме. В пункте, рассчитанном на 320 животных, он заполнен наполовину. Помещение просторное и чистое. Каждая собака содержится отдельно. Еды и питья для животных хватает, отметили в жилкомсервисе. Данный объект мы начали строить 29 декабря 2021 года. И в настоящее время 144 собаки содержатся. Здесь можем принять до 320 собак. Штат работников 12 человек, но в настоящее время у нас 7 человек работает. В этой неделе мы получили технику и будем уже сами заниматься отловом также. Корм хватает, запас держим на 10-14 суток.
водой обеспечены, наша техника все подвозит, все нормально. Собственники аварийных домов в 4 арктических районах республики получат квартиру в новостройке в столице республики в этом году. Новое жилье планируют приобрести для 73 жителей Верхоянского, Устьянского улусов, а также Жиганского и Оленёкского национальных районов. Напомним, что граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, могут получить квартиру по программе переселения из аварийного жилья не только в своих селах и поселках, но и в другом районе. Так, в прошлом году по заявке Устьянского района в Якутск переехали 7 семей из села Казачье. 2022 год является юбилейным годом, отмечается столетие Якутской АССР. По плану Новый год для Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии и Центра компетенций по вопросам городской среды «Лето» начался с проведения очередного семинара для главных архитекторов городов и муниципальных районов республики, который прошел в течение 2 дней. Программа семинара, приуроченного к юбилею республики, была направлена в первую очередь на переосмысление роли главных архитекторов. Старт масштабной реновации дальневосточных городов, поддержанный президентом страны, требует сегодня другого уровня компетенций от структур, уполномоченных в области архитектуры и градостроительства. Во многом от уровня кадров в сфере архитекторов будет зависеть уровень развития Якутии. Стратегия развития республики, столицы республики Саха-Якутия сегодня требует новых абсолютно компетенций, нового уровня нас, архитекторов. Вот. Поэтому мы, собравшись, обсудили проблемы и разработали проект предложений в адрес, который будем направлять и правительство Республики Саха-Якутия совместно с Кириллом Евгеньевичем Бычковым в адрес главы республики о том, что сегодня нужно пересматривать роль главных архитекторов, повышать полномочия, повышать статус главных архитекторов, давать им определенные полномочия, разграничивать полномочия. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ледовары. В каждом ледовом дворце, на каждой ледовой арене есть люди, которые следят за состоянием и качеством льда. Более подробно об этой профессии расскажет наш коллега Александр Хавренко. Хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Эти виды спорта невозможно себе представить без одного, без льда. И в мире существуют люди, которые занимаются тем, что делают хороший и качественный лед. Эта профессия называется ледовары. Чем же занимаются эти люди и как они делают лед, давайте сейчас вместе с вами и узнаем. Александр Солдатов работает ледоваром с 2019 года. Профессию освоил тут же, в Ледовом дворце, учился у опытных коллег. Интересный факт. Лед на катке заливают раз в год, в конце лета. И потом ледовары каждый день в 2 смены поддерживают его качество. Сначала замораживаются трубки, включается холодильник на сутки примерно. После этого заливаем со шланга, получается, холодную воду. И все потихонечку, миллиметр за миллиметром заливаем лед. Наращиваем до 5 сантиметров, потом начинаем покраску льда. После покраски дальше идет также заливка, еще пару сантиметров. После этого налаживается разметка, хоккейная, шорт-трековская. А потом уже автомобилем нашим выравниваем лед. Главное орудие труда ледовара – ледозаливочная машина. Наш герой управляет автомобилем марки «Замбони» производства Канады. У нас бункер для снега. Вот это бункер, куда скапливается весь счищенный снег. Вот это бак у нас для воды. Сколько он? 800 литров. Это основной бак, и 200 литров у нас дополнительный бак. Вообще грузоподъемность, можно сказать, тонна. Это вот на одну заливку сколько уходит? Где-то 600, наверное, литров. Ежедневно ледовары выезжают на лед в среднем 6-7 раз, в зависимости от интенсивности тренировок. В выходные чистка льда происходит после каждого сеанса массового катания. По словам Александра, научиться управлять ледозаливочной машиной не сложнее, чем обычным автомобилем. Это у нас приборная панель, сигнал, фары, щетка, индикаторы аккумулятора, нагрева свечей, перегрева. Это у нас для спуска кондиционера. Вот это у нас для спуска и поднятия вот этого бункера. Это у нас включение шнеков. Вот здесь у нас идет вертикальный шнек. Вот это рычаг для отсекания снега. Вот этот рычаг для включения воды. Вот. Это для
поднятие и спускание ножа. В среднем одна заливка у опытного ледовара длится 10 минут. За это время на своем автомобиле он наматывает несколько кругов по ледовой глади, мастерски входя в виражи и управляемые заносы. Пришел, показали, поехал на следующий день, первую заливку закосячил, честно скажу. И потом со второго сеанса все нормально. Все помнить надо, все помнить. Я забыл включить шнек, и все, и у меня все здесь забилось. Пришлось заново все делать. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году могут пройти в столице республики. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. С очень большой вероятностью игры пройдут в Якутске в 2024 году. Буквально перед Новым годом межведомственная комиссия собиралась, чтобы разрешить Якутску выставить свою кандидатуру на проведение соревнований. Мы все документы отправили в оргкомитет. Международный комитет в эти дни оформляет окончательное решение. Надеемся, что решение будет принято на следующей неделе, сказал глава. Напомню, международные игры «Дети Азии» проходят под патронатом Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 16 лет. Игры впервые организовали в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Ближайшие соревнования пройдут во Владивостоке летом этого года. В Бангкоке открылось птичье кафе, где посетители могут провести время в компании более сотни пернатых, среди которых попугаи, соловьи, какаду, а также гуси и куры, рассказывает Андрей Санников. В этом бангкокском заведении атмосферу и уют создают пернатые. Владельцы рассчитывают, что именно ради них гости со всего города будут слетаться в их новое птичье кафе. Его обитатели настолько легко идут на контакт с людьми, что, как говорят авторы проекта, посетители здесь могут получить уникальные впечатления. Наше кафе позволяет людям прийти и провести время вблизи птиц так, как они не смогут этого сделать на фермах или в типичных зоопарках. Это абсолютно точно. В кафе обитают больше 100 птиц. В основном красочные попугаи-монахи, певчие соловьи и импозантные какаду. Кроме того, в садике посетители могут провести время в компании еще пары птичьих компаний – 6 гусей и 8 кур. Сначала я очень боялась, потому что у птиц есть клювы и острые когти, но оказалось, что они здесь очень дружелюбные и подходят не из-за еды, в отличие от того, как это происходит в птичьих парках, которые я раньше посещала. Владельцам кафе потребовалось 3 года, чтобы все спланировать и подготовиться к открытию заведения. Клиенты платят за вход чуть больше $10 и могут находиться в компании пернатых столько, сколько захотят. К этому часу пока все. Оставайтесь на нашем канале.